Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что происходит у вас за спиной, а вы не знаете и даже не догадываетесь? Давайте посмотрим на все тайны, на все секреты, на все негативные и положительные аспекты. Пусть нужная и важная информация проявится, пусть все тайное для вас станет явным и прозрачным. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой-ой-ой, тут какая-то беда-горюшка случилась у каких-то очень нехороших людей. Прям, знаете, как будто бы ужаленные, как будто бы в какой-то истерике, как будто бы земля под ногами горит и трескается. Люди не знают, куда им деться, куда им спрятаться, как защититься. Посыпались беды на каких-то негативных людей. Посыпались. Прям, знаете, дождем посыпались, градом даже. Это не дождь, это град. И вот знаете, где-то дырки они там закрывают, либо зонтик открывают, а с другой стороны начинает подсыпать. Люди в шоке от того, что с ними происходит, во что превращается их жизнь. То есть когда-то они были такими надменными, смелыми, дерзкими, наглыми, да, в себе уверенными, самоутверждались за ваш счет и за счет других нормальных, хороших, адекватных людей. А теперь-то все. Времечко-то их закончилось. Смотрите, вот мечется просто, вот как в агонии мечется. А спасения-то нет, бежать-то некуда. Куда бы ты ни побежал, везде в тебя попадет. И они уже тут и молиться пытались, и защиту пытались ставить, и каких-то людей пытались подключать, кому-то обращались. А ничего не помогает. И не поможет, потому что нарушили все и вся, потому что обидели, задели тех, кого обижать было нельзя. Я-то понимаю, что это вы, и вас нельзя было обижать, и задевать вас было нельзя. И да, вы старались не обращать внимания, либо вы простили, вы отпустили, но высшие силы все запомнили. И высшие силы именно сейчас этих людей вот прям по-взрослому, по-крупному спрашивают: виноват — расплатись, виноват — отдувайся. Вот как-то так мне идет. Здесь их несколько человек, несколько. Есть и крупные фигуры, есть и мелкие фигуры. Я-то понимаю, что здесь именно речь идет о вине. Да? Кто-то прям по-крупному виноват перед вами, а кто-то так, слегка, да. Но плохо всем. И все мечутся, и он друг друга уже топчет. Уже. И непонятно, да, непонятно, как это все пережить. Ну, понимать не надо. Нужно просто принять то, что ты заслужил. Вот тут и уже и каются, и раскаиваются, как я уже сказала, но ничего не помогает. Вы либо знаете, либо вот-вот, там, в ближайшие несколько дней вы узнаете, возможно, даже увидите, либо от этих же людей сами лично услышите. Вы увидите, в каком они состоянии. Вы увидите, как их там подкидывает, дергает и пробирает страх. Вы это все увидите. И вам не будет их жаль. Но и не будет злорадства. Какое-то спокойствие посетит ваше сердце и ваш разум. Ну, я не могу сказать, что вы довольны, но вы спокойны, когда это наблюдаете. То есть все встало на свои места, все точки над «и» расставлены. И такой исход, возможно, вы даже этих людей предупреждали, возможно, вы говорили, да, что вам это все вернется, вам все это аукнется, и аукнется достаточно болезненно. А эти люди отмахивались, продолжали свое грязное черное дело и никого и ничего не боялись. Смеялись вам в лицо и говорили: да кто ты такой, да кто ты такая. Типа сильный тот, кто имеет связи, у кого есть деньги,
кто там ничего не боится, да, нам все равно, и море по колено, ни Бога, ни черта не боимся. Но теперь они как бы мечутся, затравленные зверьки, в общем, не идет. Да. Ну, чего бы того не миновать. Да, каждый сам себе создает будущее. И эти люди заслужили все, что с ними происходит и еще произойдет. А здесь события будут продолжаться. Видите, тут даже какой-то человек вместе с головой корону потерял. Не только корона слетела, но и голова с плеч, понимаете? Вот даже настолько жестко будут наказывать, либо уже наказывают, да? Так что есть, то есть. А еще вот мужчину какого-то показывают. Мужчина редкая сволочь, извините за выражение, но я по-другому не могу сказать. И мужчина именно известен тем, что он, ну вот как предатель мне идет, да, изменщик, скорее всего, предатель. И, скажем так, не раз он обманывал и предавал. И вот мне вот идет, что у него что-то случилось со здоровьем, что здоровье ему отказывает, да, либо здоровье просто вот сквозь пальцы утекает. И человек, как живой скелет, да, как этот, ну, как скелет на этом в мединституте, да, просто уже там живого места не осталось. Не знаю, что у него там со здоровьем, но здоровье осталось совсем чуть-чуть. Может быть, это какое-то заболевание, которое передается половым путем. Может быть, это что-то другое. Ну вот прям здоровье у него забрали, чтобы не был таким дерзким, чтобы не было сил дальше обманывать, предавать, прелюбодействовать, ну и всякой гадостью заниматься. Очень виноват перед вами, очень. И даже не тем, что он обманывал и предавал, а тем, что когда он был нужен, он прям, знаете, отмахнулся. И вместо того, чтобы вот в нужный момент помочь, человек, ну, всяким неподобством занимался, да, вот свои удовольствия получал. Теперь здоровья нету этого человека, и уже здоровье не вернуть, здоровье уже никак не восстановить. И я так понимаю, что ничего хорошего не ждет. Тут даже, знаете, не на года, а скорее всего на дни, там, на, ну, может, недели, да, как-то так у него жизнь идет, показывает. Недолго ему осталось, недолго, и там тоже агония, там тоже очень тяжело все. Ну, не надо было быть таким, да, не надо было так себя вести. Я, если честно, вот не могу понять, а вы кто? Кто пришел ко мне на отсыпку? Это что за сила за вами такая стоит? Что это за сила, которая так способна разрывать людей, либо наказывать людей? Вот честно, мне очень интересно. Это не только высшие силы. Тут очень похоже, что и день, и ночь. И высшие силы, и темные силы. Вот стоят за вами, стоят. Здесь какое-то родовое наследие. Что в вашей крови? Кровь. Что в вашей крови? Извините, я хочу взять карты, я просто не могу понять, с кем я имею дело. Вы какие-то очень необычные люди, у вас как-то все очень циклично, еще почему-то медленно показывают. И показывают, что вы такой человек, либо люди об вас спотыкаются, падают, разбиваются, да, как вот эти негативщики, либо люди благодаря вам, благодаря вашей опоре высоко поднимаются. Вот вас можно сравнить, ну, опять же, это просто сравнение, да, не обижаемся на меня, я просто пытаюсь донести информацию. Вы как будто бы вот камень, да, камень, гранит, допустим. И плохой человек об вас спотыкнется, упадет и разобьется, а хороший человек на вас, скажем так, обопрется и станет выше, сможет там дотянуться до чего-то. Вот почему-то мне так идет. То есть кому-то вы прям путевку в жизнь даете, помогаете, а кого-то вы вот обличаете и, ну, можно даже сказать, что проклинаете, да, потому что все-таки упасть, разбиться — это как проклятие. Но опять же, вы камень, вы никого не трогаете, это люди к вам подходят, не вы к людям идете, это они к вам подходят. Но опять же, да, чистые помыслы помогаете, темные помыслы проклинаете. Нет, вы никого не проклинаете словами. Я говорю, что вот взаимодействие с вами для негативных людей как проклятие идет. И я очень хочу понять, кто вы. Я редко такое вижу. И то, что я чувствую, я даже не могу описать словами.
хочется улыбаться и хочется чем-то теплым укрыться, понимаете? И тепло, и холодно, и радостно, и горько, да, вот какое-то смешанное мне идет, я же говорю, что-то вот и темное, и светлое, и оно за вами стоит, за вами, понимаете? Такой вот фон идет, как, знаете, с одной стороны какая-то музыка прекрасная, с другой стороны какая-то прям адская какофония, не могу понять. Может, ну, маги такие, да, бывают, маги обладают такой силой. Может, это что-то другое. Хочу посмотреть. Птица высокого полета, ну-то и понятно. Необычный человек, особенно вот женщины очень необычные. Так, для женщин и для мужчин по-разному проиграется. Если вы женщина и смотрите меня, у вас какой-то дар просто сильнейший дар менять жизни, менять судьбы, дар, который вы не можете пользовать для себя, но вы можете пользовать для других. Вы как посланница силы в этом материальном мире. Опять же, сила разная бывает, как я уже сказала. Вы можете людей как и испортить, так и наоборот прославить, да? Улучшить жизнь. Но вы очень необычная. За вами очень мощный дух стоит. Возможно, ваша душа очень старенькая. Вы очень много прожили уже жизни в этом мире материальном. И у вас вот эта особая задача и миссия. А та сила, которая за вами стоит, вы ее за воплощение, за много-много воплощений накопили. Если эту отсыпку смотрит мужчина, ну тут колдун. Честно, тут колдун чистокровный. И вам это колдовство передалось по вашему роду. В вашем роду были как и светлые люди, так и темные люди. И не обязательно, что мужчины колдовали, могли и женщины колдовать. Но вот мне почему-то идет, что вы вот как единственный, кто не в роду остался, а скорее кто имеет ту же группу крови, какая была у этих колдунов. То есть от группы крови тоже очень важно, очень многое зависит. Какая у вас группа крови, скажите мне, пожалуйста. Мне прям тоже интересно. Я знаю, что про первую, да, вот это кровь прародителей. Первая положительная, это первая кровь, которая появилась на Земле, а дальше уже были мутации. И даже резус отрицательный, это уже мутация. А вот первая положительная, это первородная кровь. И вот четвертая, да. Ну, кстати, в разных странах разная классификация. То есть там Америка, Европа, там, по-моему, 0. Да? Первая – это 0, а последняя, четвертая – это C. Там 0, A, B, C. Либо плюс, либо минус. А в постсоветских странах у нас первая, вторая, третья, четвертая. Да? Вот. И четвертая группа, она тоже очень уникальная, потому что это венец мутаций, которые происходили, того земного опыта, который получили первородные, да, наши прародители. То есть там люди имеют иммунную встроенную защиту от всяких разных там неприятностей, но опять же, если что случится, то переливание достаточно проблематичное, потому что четвертая группа, она очень редкая. И там свои особенности. Ну, я как бы не флеболог, не буду в этом копать, но тем не менее. Это то, что знаю я лично из своих эзотерических знаний, да, что первое и четвертое. Но, возможно, в вашем роду были маги именно там второй группы крови, да. Была вторая группа крови маг светлый и темный. Вот у вас похожая кровь, потому что идет вот кровь, жилы, вены, кровь, то, что течет в вас, плазма, да. Мужчина колдун 100%, а женщина, она посланница, 100% посланница. Ой, ребят, очень сложно быть и магом, и посланником, и нести на себе такую миссию. Это всегда непросто, потому что ваши задачи, с которыми вы пришли в этот мир, они будут первоочередными. А то, что там счастье, радость для вас, это уже как второстепенное, да. И, вот жизнь, скорее всего, у вас очень тяжелая была от рождения и по сей день.
и проблемы, они не кончаются, постоянно какие-то уроды встречаются, постоянно какие-то проблемы возникают, да, и вы не понимаете, за что. Вам кажется, что вот как-то не под счастливой звездой вы родились, а тут на самом деле все ровно наоборот. Почему плохое тянется к вам, к вашему берегу? Потому что вы вестник, посланник, потому что вы маг, чистокровный, породистый маг, понимаете? И вот благодаря вам земля чистится, да? Земля чистится. Либо талантливые люди получают хорошую помощь. Вы же замечали, да, что вы людям вообще удачу в жизнь приносите. Вот кто с вами добрый, хороший, у них все как-то легко и быстро получается, да, меньше сопротивления, меньше неприятностей. Ну, а те, кто вас обижают, они очень плохо заканчивают. Очень плохо. Хуже некуда, да, катастрофа. Просто катастрофа. Необычный человек. Вот выкашиваете, негатив выкашиваете. А добро вы подталкиваете, чтобы оно процветало. Несете удачу, несете в жизни тех, кого любите, кого уважаете, за кого держитесь. Вы прям одариваете их удачей. Вам не остается, все уходит этим другим людям. Но с другой стороны, когда ваша миссия подойдет к концу, вот тогда вы и поживете, тогда вы и заживете. Если вам казалось, что на вас порча, на вас какой-то негатив, поэтому жизнь такая сложная и много неудач, вы были неправы. Это не потому, а потому что у вас очень серьезная миссия. И родились вы с определенным заданием. Задание, которое вы выполняете по сей день. Не знаю, стало ли вам легче от этой информации, наверное, еще непонятнее стало, но, возможно, это сложно понять головой, но это можно принять сердцем. И если вы немножко об этом подумаете, там, сравните, вспомните кое-что, вы поймете, в чем тут суть, да, либо как вам дальше с этим жить. Это не кара, это особое предназначение. Да? Считайте, что вы как спецагент на задании. Вот и все. Вот она ваша жизнь такая, вот она ваша судьба такая. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы сейчас над каким-то вопросом прям голову ломаете. И непонятно, что делать, и непонятно, как за это браться, стоит ли вообще за это браться. Какая-то вот прям безысходность, да, выхода нет. И вы как встряли где-то, да, встряли ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, ни вниз, ни вверх. Да. Вот какая-то такая ситуация, безнадега мне идет. Аж голова начинает болеть от этих мыслей. Но, с другой стороны, я вижу, что вам нужно дождаться какого-то часа. Нужный час, нужное время, оно придет. Оно придет. Вы как-то это тоже почувствуете. Смотрите, сейчас, вот если сравнить, да, вы стоите перед огромным камнем, который вообще никак не сдвинуть. И вы на него смотрите. Нет, вы даже не просто стоите перед огромным камнем, как будто бы вас камнями завалило, да? Никуда не выбраться, вот все, встряли. А когда придет нужное время, нужный час, эти камни, они, не знаю, там рассыпятся, да, либо в прах превратятся, либо вам там дорога откроется. То есть сейчас ничего нельзя сделать и делать ничего не надо. Нужно просто дождаться своего часа, своего времени. Когда это время придет, я не могу сказать, потому что вы все слишком разные. Но это случится. Раз события показали, значит, оно уже в ближайшем обозримом будущем может произойти. Это там не через год, не через 2, не через 10. Да? Это вот это время. Ближайшее обозримое будущее — это срок от 3 недель до 3 месяцев. Вот оно произойдет. И вам ничего не придется делать. Да? И сейчас не надо, и тогда не придется. Все как-то само собой решится, да? Без вашего участия, без ваших каких-то там переживаний, вложений, трепетаний, да? Без ничего. Вот само случится. И это показано. Вы посчитаете, что это удача, а я вам скажу, что это данность. Это событие было прописано от вашего рождения, и вы к этому событию всю жизнь шли. И ну вот как по сценарию, да, проигрывается все по сценарию. Вот эта боль, вот эта головная боль от того, что я не могу решить эту проблему, либо решить эту задачу, вы просто стараетесь от этого абстрагироваться. Переключите свое внимание на что-то другое. На любимых людей, на родных людей, на любимое дело, там, хобби, увлечение. Ну что-то же есть, что вы любите. Переключите туда свое внимание. Вот мне, например, когда прям совсем грустно и тошно, я вязать начинаю.
Вот. Причем что крючком, что спицами, мне все равно, я просто успокаиваюсь, когда я вяжу. И как бы это моя такая отдушина, да. Может, у вас что-то другое, там кто-то рисовать любит, кто-то напевать может, не знаю, музыку, да, может, вы играете на музыкальных инструментах, может, вы там на велосипеде пойдете, покатаетесь, вам легче станет, да, просто переключайтесь. Переключайтесь и все. От вас ничего не зависит, но все случится по воле судьбы. А судьба говорит, что вы прорветесь, вы пройдете, и делать вам ничего не придется. Именно так показали. Видите, камни как будто бы ссыхаются и схлопываются с левой стороны. Конечно, удивитесь, конечно, будет казаться странным, но как бы вот, пожалуйста, выход есть. Так, с правой стороны двухголовая змея. Здесь два человека, и тут двухголовая змея. Знаете, я так скажу, это не змея-враг, это змея знак мудрости. Вам нужно с кем-то объединить свои усилия. Есть в вашем окружении человек, равный вам по ментальным способностям. Либо человек, у кого, допустим, упор, например, на что-то другое, да, не так, как у вас. Допустим, вы знаете, есть люди там гуманитарии, а есть люди технари. То есть вы либо гуманитарий, либо технарь. А вам нужен, то есть получается другой человек. Вы должны объединиться, вы должны усилить друг друга. Вместе вы станете страшной силой, с которой будут считаться все. И даже короли будут снимать шляпу перед вами. Будут считаться, потому что вдвоем вы можете все, вы можете небо покорить. Именно вдвоем. Ну да, змея — знак мудрости, и тут двуголовая змея. Одно тело, один хвост, но две головы. И тут два человека прям рядом. И эти два человека на драконе. Видите, вот он дракон, и вы вдвоем на нем стоите. Судьба, да, в этом и есть ваша судьба. В одиночку очень сложно, а вот вдвоем вам будет очень легко. Возможно, это ваш партнер, возможно, это ваш будущий партнер, возможно, это ваша подруга, либо будущая подруга, да, будущий друг, действующий друг, да, но с кем-то нужно объединиться. Вместе вы сила, с которой все будут считаться. По отдельности вам тяжело. И вам тяжело, и тому другому человеку тяжело. Я, знаете, как думаю, возможно, да, вы в паре именно с тем человеком, кто нужен, но из-за каких-то там житейских, бытейских проблем вы отдалились, а это очень плохо. Это очень плохо сказывается на бытовом уровне, на материальном, на ментальном, на любом уровне, да. Вам нужно искать эти точки соприкосновения, стыковки и объединяться, и быть единым целым во всем. Возможно, вы сторонитесь дружбы в прошлом, вы, например, разочаровались в друге, либо в подруге, может, человек вас предал, либо как-то себя неадекватно повел, и вы запретили себе доверять другим людям, да, дружить с другими людьми. Вы прям сторонитесь, да, сближаться, либо вообще в принципе знакомиться, но вам нужен другой человек. То есть вы сильны в чем-то одном, но чтобы быть, скажем так, универсальным, вам нужен дополнительный человек, который будет силен в чем-то другом. Вот как-то так показали. Объединяйтесь. В одиночестве для вас ничего хорошего нет. Ничего хорошего. Также вот, может, вы в разводе, либо вышли из достаточно тяжелых, травмирующих отношений и думаете, что все, больше я на эту удочку не клюну, да, больше я никогда не вступлю в отношения. Это тоже неправильно. Неправильно. Вы должны быть в паре, должен быть еще один человек рядом, будь то парень, муж, жена, девушка, либо друг-подруга, да, кто-то должен быть рядом. Но это не ребенок, 100% нет. И это не родитель, там, не мама, не папа, понимаете? Это кто-то равный вам, но с другой наклонностью. Там, вы, допустим, технарь, а тут человек гуманитарий, либо наоборот, да, вы должны друг друга дополнить. И я так понимаю, что судьба либо уже вас свела, либо сведет, потому что вот встреча под звездой — это судьба. Судьба либо свела, либо сведет. Будьте внимательны. Вдруг вы там поссорились, поругались, и вам хочется, там, не знаю, развестись, расстаться. Ни в коем случае этого не делайте, потому что вы упустите
того самого человека, с кем вы станете силой настоящей, с которой все будут считаться. Всякое в жизни бывает, понимаете, люди могут себя так странно вести по своим каким-то там, да, идеям, либо умозаключениям, а на самом деле человек вам идеально подходит. Бывает такая сложная жизнь, когда просто некогда поговорить и узнать, чем партнер дышит, что партнеру нравится, либо что партнера беспокоит. Бывает, третьи лица лезут и пытаются разрушить хорошие отношения. Но вот нужно вам с кем-то быть. И либо вы уже вместе, либо вот-вот сойдетесь. И нельзя этого человека прогонять от себя. Ну, вы, скорее всего, понимаете, о чем я говорю, либо чувствуете. То есть, допустим, вы ссоритесь, но разойтись не можете. Вот это оно. Это оно. Да. А если это новый человек, то так сложатся обстоятельства, что будете взаимодействовать, познакомитесь, и деваться просто будет некуда. Начнете общаться, сближаться, со всеми вытекающими. Дальше показано, что от вас скрыто, как на вас реагируют по-настоящему люди. Вот я вижу, что даже те, кто вас критикуют, в душе вами восхищаются. И те, кто вам завидуют, вами восхищаются. Вот даже если человек вам гадости говорит, в душе вами восхищается. Равнодушных людей нет. Равнодушных нет. Просто разные люди, я так понимаю, в зависимости от своей душевной конституции по-разному выражают свои эмоции. Если человек сильный, позитивный, то он будет восхищаться открыто, да, не стесняясь этого, не стесняясь признать, что вы лучше, чем он, либо она. А если человек слабенький, да, если человек с неустойчивой психикой, либо с какими-то комплексами, то человек уходит в зависть, да, в обиды, в зависть. И в душе это восхищается, а транслирует грубость, гадость, злословие, да. Как-то так идет. Но по факту и те, и другие, они одинаково в душе вами восхищаются. Вы действительно очень сильная личность. Вы достойны возглавить всех этих людей, они с удовольствием пойдут с вами. То есть кто-то будет идти улыбаться, хлопать в ладоши, а кто-то будет идти и бурчать себе под нос какие-то негативные вещи про вас. Но они будут идти за вами, понимаете? Даже ваши завистники, недоброжелатели, они восхищаются вами в душе и уважают вас в душе, понимаете? Уважают. То есть человек вам может гадости говорить в лицо, при этом приходить домой и ставить вас в пример своим детям. Вот такое даже я вижу. Такое, понимаете? Вас может не любить ваша свекровь, но при этом своим подругам рассказывать, что как же ей повезло, что ее сын встретил именно вас, и что такая женщина, как вы, вошли в их семью. Понимаете? Такое может быть. То есть вы этого не видите, от вас это закрыто. Может, вы вообще, в принципе, этим не интересовались, да? Либо для вас это не так важно, что думают те, кто вам завидует, либо критикует. Но здесь четко показано, что вас уважают. И те, и другие в душе уважают, открыто уважают, это не важно. Это именно уважение. Вы человек, который заслуживает уважения. Вы как звезда, понимаете? Звезда очень яркая, далекая. И всем вы нравитесь, всем вы желанны. Но кто-то умеет об этом сказать, кто-то, наоборот, да, через зависть это проявляет. Какой-то необычный вы человек. И вы должны об этом знать. Никогда в себе не разочаровывайтесь и никогда не думайте о себе плохо. И про негатив, пожалуйста, тоже не думайте. Даже если кто-то и делает негатив, поверьте, на вас это не ляжет, на вас это не отыграется. Не отыграется так, как делается. Вы можете это чувствовать, да, потому что, скорее всего, чувствительность у вас есть. Но так, чтобы прям все вам испортить, нет, такого нет. Абсолютно нет. Вас могут зацепить негативом, но только если будут делать на ваших близких людей, на тех, кого вы любите. Но чтобы прям конкретно на вас и негатив, нет, такого не будет. И не было, и не будет.
И ну, тут однозначно, да, показали. А вот через близких могут подбираться. Поэтому лучше защищайте своих близких. Тем более, я думаю, вы знаете, как это сделать. Либо вы, если захотите, вам просто достаточно попросить. Да, либо достаточно, не знаю, там, молитву прочитать, либо какую-нибудь безделушку зарядить защитной энергией, и человек будет под защитой. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.